Ну что ж, давайте я, наверное, пока начну, потом слово передадим Евгению Егоровну. Всем доброе утро, коллеги. Мы вот начинаем с сегодняшнего дня активно входить в формат онлайн-семинаров от имени Дома народного творчества. Мы будем неделю раз или раз в месяц, 2-3 раза постоянно выходить в онлайн-связь и проводить онлайн-семинары. То есть у нас сейчас будут проходить совместно с окружным центром народного творчества. Они у нас в свое время проходили курсы повышения квалификации МГИК, то есть они в сентябре-октябре этого года с применением дистанционных образовательных технологий, реализуемых в рамках федерального проекта «Творческие люди». Чего объяснять. И, соответственно, у нас еще принимает участие клуба. Это у нас согласились Амгинского клуба будет выступать. Давайте я быстренько программу ознакомлю. То есть у нас Миргана Егоровна будет выступать по теме креативной индустрии досуга. Затем у нас выступает Наталья Алексеевна Аргунова. Это директор Дома культуры «Надежда», село Пригородное. По теме технологии проектирования общественного пространства и креативной городской среды. И третий у нас завершает их, в общем, весь отдел ЦНТ, так скажем, лекции. Креативной индустрии в развитии детского и подросткового досуга Кычкина Анастасия Николаевна. И затем мы, наверное, отключимся и подключимся по второму кругу, чтобы продолжить наше, так скажем, бесплатное время проведения всего лишь 40 минут, мы, наверное, не успеем, и подключимся второй раз. И как бы у нас вторая часть будет именно выступать с Амгинского клуба. То есть у нас будет выступать директор Петр Алексеевич Кулаковский по теме «Цифровой продукт, мобильное приложение Амга Клаб, единая веб-платформа и получение услуг в дистанционном формате». И также будет выступать Фёкла Санникова, это художественный руководитель Амгинского дома народного творчества. По теме проведения дистанционных онлайн-мероприятий на примере онлайн-проекта ОЛОХ. Так, Евгения Егоровна, где вы? Отзовитесь. Я здесь, я здесь. Меня хорошо слышно, да? Хорошо слышно. Я включаю тогда вашу презентацию. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые мои хорошие работники культуры, работники домов культуры. Жизнь наша скоротечно меняется, и на ходу с этим скоротечным временем, конечно, случится такой казус, да, в марте месяце мы уже сидим в карантине и работаем, можно сказать, совершенно по-новому, с нового листа. Мы, как говорится по-якутски, кугаган жюгейгох полбат, решились на курсы МГИК. За это благодарность нашему Республиканскому дому народного творчества, Министерству культуры. Если бы пандемии не было бы, из нас 13 человек не выучились бы в этих прекрасных курсах. Эти прекрасные курсы нам дали очень многое. Тема этих курсов — креативной индустрии как инструмент устойчивого развития современного мира. Именно в России у нас более чем подробно нам объяснили и показали, рассказали про рождение креативных индустрий во всем мире, влияние ее и в нашей российской культуре. Ну, давайте начнем, потому что у меня время ограничено и довольно-таки не так, как профессор я буду рассказывать, да? Я основываюсь на лекторском курсе профессора Московского государственного института культуры Николая Николаевича Ярошенко. Я вкратце расскажу о теории и методологических основах развития креативных индустрий и во всем мире, и в России. Ну, давайте скажем, что креативная индустрия в нашей стране, в России, да, она в буквальном смысле появилась совершенно недавно, в 2016 году, благодаря документу «Стратегия государственной культурной политики», утвержденный президентом республики и правительством, России, не республики, 29 февраля 2016 года. Да? Покажи следующий слайд. Перейдем на следующий слайд.
Да, вот этот вот документ. Если кто был ознакомлен с этим документом, вы там зачитывали. Ну, некоторая, конечно, разница с креативностью есть, но там указано как творческие индустрии, да? Творческие индустрии. Дальше пошли. Откроем следующий слайд. Вот креативные индустрии как инструмент устойчивого развития мира. Развитие мира именно в мировом пространстве. Креативная индустрия, она преуспела во многом, чем в России. Можно следующий слайд. Это говорит о том, что заседание Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1919 года во время заседания Ассамблея вывела решение, что 21 год, то есть этот предыдущий год, в смысле вот этот будущий год, будет провозглашен годом международной креативной экономики. Почему? Следующий слайд. Следующий слайд. Слайд откройте. Ага. Потому что развитие креативного сектора экономики, да, она вот показана в этом слайде. Влияние именно креативности, креативного творчества на валовый продукт. То есть сравнительно с валовым продуктом, ну, выпускают заводы, фабрики продукт свой, и, конечно же, это приносит выгоду, и из этой выгоды в мировом пространстве она занимает просто многомиллиардные доллары, это 9%. То есть 9% от всего валового продукта, выпускаемого всемирным сообществом, 9% занимает креативный сектор, креативная экономика. Следующий слайд. Ну и в России там, конечно, 0,5% без учета использования IT-технологий. Ну, креативная индустрия, это, конечно же, по научному, если сказать, она является на данный момент одним из устойчивых инструментов развития современного мира. Об этом сказаны вот эти 3 тезиса. В этих тезисах говорится о влиянии креативных индустрий на сообщество, да, и эти тезисы выведены разными структурами. Если вот креативные сектора могут способствовать усилению позитивного воздействия внешних факторов наряду с сохранением и развитием культурного наследия и многообразия, а также расширению участия развивающих стран в реализации новых возможностей, достижения и динамичного роста в торговле и повышению отдачи от него. Ну, вы все вот это вот хорошо зачитываете, можно даже сфотографировать, потому что это, ну, торгово-промышленная палата, да, тоже ассамблея ООН, вот эти вот такие трактаты ведет, да, такие трактаты, конечно же, само собой ведет и социальное сообщество всего мира. Следующий слайд. Следующий слайд. Ну, можно вот ознаменованный год, его символы, его вот такая эмблема будет следующего года. Ну, в связи с пандемией ничего не поменялось, да, видимо, вот по мировому сообществу, да, будет он все-таки 21 год годом креативной экономики. Ну, как любое понятие, зародившееся, следующий слайд, зародившееся среди сообщества, среди людей, среди общества, да, это такое понятие креативных индустрий, она имеет, конечно, свою историю. Вы тут в этом, если там, конечно, на каждом останавливаться много времени уходит, но я скажу, что с развитием технологий, да, вот начиная с телефонов, с радио, да, кончая нашими IT-технологиями, с подключением интернета и появление понятия усиливается, то есть развитие техники, и сверху показано, конечно, развитие креативных, культурных индустрий. Посмотрите, вот такая вот схема нарисована и преподается преподавателями МГИК. Дальше откроем. Дальше. Вот из истории, если взять и открыть, то ну, в этих дискурсах, да, вот, которые показаны на экране, можно отметить так из
последний, культура городов, эффект Бильбао. Что такое эффект Бильбао? Есть такое понятие в креативных и в культурных индустриях, да? Есть даже города, креативные города, которые делают экономику, всемирную экономику. Вот 9% от валового продукта, да, доход, это вот влияние вот этих вот городской культуры, то есть городской креативной культуры. Эффект Бильбао родился в Испании, где был открыт музей Гугенхейма. Вы, наверное, слышали, вы все люди начитанные, да, и интересуетесь. Ну, я, в частности, очень интересуюсь музеем в Нью-Йорке, и в Испании есть, и есть в Арабских Эмиратах. Музей охватывает очень много туристов со всех концов света, туда едут, и этот музей в год делает 100 миллионов евро. То есть этот город живет, и эта страна живет музеем Гугенхейма. То есть все вокруг экспозиции, вокруг темы музея Гугенхейма, даже кафе, все это вот работает в одну пользу. Вот это называется эффект Бильбао, да? Мы сейчас, наш город пока до эффекта Бильбао не дошел, но потихо, конечно, мы будем опираться на свою традиционную нашу якутскую культуру, ну и, конечно же, маленький хотя бы эффект Бильбао сделаем. Следующий слайд. В будущем, я надеюсь на это. Следующий слайд. В следующем слайде показана инфраструктура культурных и креативных индустрий, то есть те ключевые аспекты, которые в себя включает креативная индустрия. Что в структуре креативной индустрии? Самым ключевым аспектами креативных индустрий является, конечно же, литература, музыка, театр, изобразительное искусство. Они в середине этой матрешки, в середине вот этой матрешки находятся. Потом сопутствующие к ним аспекты индустрии тоже. Это деятельность библиотек, музеев, домов культуры и галерей. Дальше по матрешке, если двигаемся шире, да, это широкие культурные индустрии, это сохранение культурного наследия, издательская деятельность, видеодеятельность и компьютерные технологии. Ну и, конечно, завершает культурные креативные индустрии, это связные индустрии. То есть к связным индустриям креативной экономики относится реклама, архитектура, дизайн, мода и другие. Дальше. Изучение креативных индустрий, культурных индустрий в зарубежных странах довольно-таки давно ведется. Ну, а у нас, ну, в нашей, ой, вообще плохо видно, да? Не слышно, да? Слышно? Слышно, слышно. Ага. Изучается, то есть экономический подход есть к этому делу, потому что креативные – это и культурная индустрия, это культура и индустрия. Индустрия – это почему? Индустрия же это относится к заводам и фабрикам большим. А оказывается, тот товар, который мы выпускаем, называется, то есть культурный процесс, который мы делаем, даже песня любая, да, любая постановка, это является товаром. И поэтому у нас сейчас креативная индустрия, как каждый товар, она продается и, конечно же, имеет экономический подход изучения. Культурологический подход изучения – это научный подход, то есть каждой тематике культурного развития, да, культурного преобразования, культурных индустриях есть культурологический подход, то есть основывается на науке. Социологический подход, ну, социологический – это отношение общества различных слоев населения к тем вот культурным индустриям. Социально-культурный подход – это наш мониторинг, который мы всегда делали, да, вот изучение социального, и дисциплинарный подход – это использование IT-технологий в изучении культурных индустрий. Давайте вернемся к истории. Первый термин культурной индустрии во всеобщее обозрение использовали
два еврея, Макс Хорхаймер и Теодор Аданно. Но это было в 40-х годах, да, когда они... Следующий слайд. Ага. Когда они... Это было в 40-х годах, когда вот они убежали от оккупированной Германии в Америку, да, они изучали креативные индустрии, изучили полностью и вывели для всемирного сообщества впервые, что есть такое понятие креативной индустрии, которое негативно влияет на развитие искусства. Потому что искусство – это единоличное понятие, да, это идеальное понятие. А креативная индустрия еще – это дублирование, это некий какой-то, можно пласт, да, который разрушает единичность и идеальность. Ну вот на этом и остановились. Вот Макс Хорхаймер и Теодор Адарно – это ученые социологи, они вот в 40-х годах очень много трудов написали про креативную индустрию. Но 60-е и 50-е годы уже появились люди, которые начали в сторону креативных индустрий вести работу, даже ученые. Ну и в 80-х годах Дэвид Хезмондалш вывел для мирового сообщества, что культурные индустрии отнюдь не являются негативным, да, а наоборот указали они положительные стороны развития вот именно той индустрии, называя ее оранжевой индустрией, потому что это индустрия впечатлений. Оранжевая, потому что это цвет счастья, цвет солнца, да, и мы, вот креативная индустрия, она является индустрией впечатлений. Ради того, чтобы получить впечатление, человек платит большие деньги, и от этого идет большой доход, и развивается вот эта индустрия. Почему оранжевый цвет? Потому что тогдашние года, вот прям 60-е, 70-е годы, Фрэнк Синатра исполнил песню «Оранжевый мир», и вот эта вот песня стала гимном для лас-вегасских вот клубов, развлекательных клубов, и в народе это считается как оранжевая индустрия. То есть креативная индустрия – это оранжевая индустрия, запомните, это индустрия впечатлений. Дальше пошли. Ну вот тут написано определение креативных индустрий. Креативная индустрия – это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства, эксплуатации интеллектуальной собственности. Вот это более чем четкое определение, которое вот в мировом сообществе бытует, да, и это вывел Департамент культуры, медиа и спорта в Великобритании в 1998 году. Вот можете... Что такое креативная индустрия? Это креативная индустрия, это эксплуатация интеллектуальной собственности с целью получения выгоды. Следующий слайд. Следующий слайд. Понятие. Следующий слайд. Во-во-во. Следующий слайд. Кто-нибудь микрофон выключите, пожалуйста. У кого-то микрофон включенный стоит. Да. Креативность открыла новое течение развития креативных индустрий. Теперь уже вы прошли целый этот пласт. Предыдущий слайд включите. Предыдущий слайд включите, пожалуйста. Да. Предыдущий я сказала вот после нее, после вот определения креативных индустрий. Понятие креативного города. Открыл его урбанист Чарльз Лэнгри в 80-х годах. Креативность – ключевой фактор, позволяющий современным городам реагировать и на перемены, изменять традиционные подходы к управлению, распределению ресурсов, внедрять технологические инновации и заново переоткрывать свое культурное наследие.
Вот вдумайтесь в эти мудрые слова, которые вот сейчас в нашу жизнь входят, и развитие нашего города тоже идут вплотную, потому что влияние креативной индустрии, культурных индустрий не только, как говорится, в одной отрасли культуры, да, а культурной индустрии отражается во всем окружении, тем более в урбанистическом понятии. Это сейчас глобализация, и все смыкается в городе, в центре, и развитие центров вот таким образом происходит. Тут еще и указывает Дэвид Хезмалдаш, что есть креативный класс. Креативный класс – это люди, которые создают будущее. Это творческие личности, это люди культуры, люди, культурные деятели, да, они собираются и создают вот такое сообщество, а это сообщество называется кластер, то есть креативный кластер, то есть креативный класс и креативный кластер. Вот основные понятия креативных индустрий. Дальше слайд и еще дальше. Дальше слайд сделайте. Нет, дальше. Дальше слайд, дальше. Да куда вы пошли? Наверх поднимите. Наверх, наверх, наверх. Во, еще сделайте. Еще. Выше. Нет. Нет. Не туда вы пошли. Назад не надо идти. Вперед идите. Вперед. Вперед. Вперед, еще вперед. Ой, назад не надо, назад не надо. Что назад? Назад не надо. Вы назад же идете. Надо вперед идти. Ну, есть креативная экономика в понятиях креативных индустрий. Есть оттуда, от креативной экономики, отталкиваясь, идет креативные города. Затем в креативных городах живет креативный класс, креативные люди. Ну и оттуда они рождают креативные кластеры. В креативных кластерах творят креативные классы. Ну, в общем, так как-то, да. Еще. Ну, а как дело обстоят у нас в России, если в сфере России ну, царит у нас, конечно же, понятийный хаос и потребность определения места креативных индустрий. Почему? Потому что до сих пор, значит, есть люди, да, очень влиятельные и творческие люди, они все-таки против этих креативных индустрий, думают, как Адорно и Макс Хорхаймер, что искусство должно быть этничное, что искусство должно иметь идеальный характер, да, и креативность, тем более индустрия, повлияет, конечно же, на развитие вот этого идеального состояния развития искусства. Дальше поднимите. Законодательство Российской Федерации в сфере культуры несовершенно и фрагментально, использует устаревшую модель терминологии и нуждается в принципиальной переработке для соответствия современной практике и реальным целям. Второе. Уникальная особенность сферы культуры России на данном этапе включительно высокая доля федеральных региональных сегментов по большинству секторов, что обусловлено исторически. Мы должны полагаться на свою историчность, на свою аутентичность, ну, как регион, как местный сегмент, мы должны развивать и делать основу креативных индустрий в Якутии, да, основополагаясь именно на эту уникальность. Сфера культуры в России официально не определена, институционное определение не закреплено в нормативных актах. То есть до сих пор у нас нету нового закона, да, закона о культуре, в который говорится о развитии креативных индустрий. То есть до сих пор идет такое спорное. Ну вот единственный документ, который
показывает, что более-менее у нас идут продвижения в развитии креативных индустрий. Оно называется определение. Тут в этом документе «Основу государственной политики», да, вот, который вот 24 декабря 2014 года указом президента Российской Федерации под номером 808, творческие индустрии там прописаны, творческие индустрии, компании и организации, объединения, производящие экономические ценности в процессе творческой деятельности, а также деятельность по капитализации культурных продуктов и их представлению на рынке. В сфере творческих индустрий относятся промышленный дизайн, индустрия моды, музыкальная индустрия, индустрия кино, телевидения, производство компьютерных игр, галерейный бизнес, издательский бизнес, книготорговля, рекламное производство, средства массовой информации. Вот такой трактат написан в этом указе президента от 24 декабря 2014 года в основах государственной культурной политики. И если взять творческие индустрии, почему в этом документе не написано креативные индустрии? Потому что если с английского перевести, то есть с русского на английский, творческий – это креатив на английском. Вот как бы использование поменьше иностранных слов, типа патриотическое начало, да, чтобы имело вот этот документ, да, и названо творческие. То есть творческие, культурные, креативные индустрии – это одно и то же понятие. Вот культура, вот те, ну, давайте вот, если в итогах остановиться, да, культура – это понятие, креативность, культура не поддается математизации, модификации, однозначному истолкованию, это говорит ЮНЕСКО. Вот такой вот трактат выводит ЮНЕСКо всенародно, да. А креативные индустрии – это деятельность, на основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык и талант, который несет в себе потенциал создания добавленной стоимости, то есть все приведено в деньги, и создания рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуального. Ну вот соотношение понятий есть. Да? Понятие культурные, креативные индустрии – это понятие одного смысла. То есть вы можете и креативные индустрии говорить, и культурной индустрии говорить, да, использовать это, все равно они будут иметь одинаковый смысл. Но разница тут совершенно малая, да, потому что культурные индустрии, ну, в основном они основываются на традиционных наших культурных ценностях, на искусстве, да, а креативные индустрии все-таки основываются на творческое, имеют творческое начало. То есть творчество – это совмещение двух совершенно несовместимых на первый взгляд вещей и выведение итогового продукта. Вот такое вот понятие есть. Творческие индустрии в России компании, организации и объединения, производящие экономические ценности в процессе творческой деятельности, а также деятельность по капитализации культурных продуктов на рынке. То есть это наша внебюджетка, потихо, да, внебюджетка, а потом и предпринимательская деятельность, которую просили наши, можно сказать, наставники. Еще вот помнится, Семен Васильевич, методист такой, самоотверженный наш руководитель был в Доме, Республиканском доме народного творчества. Вот он прям с 90-х годов, когда я вступила уже, начала работать, с ним познакомилась, и он говорил именно об этих вещах, которые мы сейчас во всеобщее услышание уже трактуем. Тогда вот Семен Васильевич очень так, можно сказать, ясно, в буквальном смысле говорил, но мы многое не понимали из его слов, но тем не менее вот его мудрые слова вот подтвердились именно, приняли вот такой вот оборот. Значит, я вас попрошу вот сфотографировать литературу, в которой использована в этом дискурсе. Дальше.
слайд, ага. Дальше слайд, чтобы люди сфотографировали или скриншот сделали с телефоном, да, чтобы у них вот это вот осталось. Изучите вот эти труды, труды известных ученых, социологов, которые изучали креативную индустрию. Если мы поймем, и работники культуры, специалисты домов культуры поймем, что такое креативная индустрия, креативный город, креативный класс, тогда, мне кажется, мы станем впереди планеты всей, потому что сейчас такое время, что креативные индустрии, они востребованы во многих отраслях и сферах деятельности человека, например, далеко не отходя от предпринимательства, да, то же самое и туризм, образование даже отчасти, да, и все инфраструктуры, архитектура, все абсолютно интересуются вот этими вот креативностью, креативными понятиями, креативной индустрией. А на самом деле это наше все, потому что именно их креативное рождается именно на творческих людях, то есть на нашем классе. Мы являемся классом креативным. Поэтому мы должны понимать, работники домов культуры, специалисты, что мы являемся креативным классом. И то, что мы креативным кластером. Наших современников тут Николаевич Ярошенко. В общем, в МГИКе мы прошли 3 модуля, 3 больших модуля и 14 тем. Изучили очень глубоко, изучили с подкреплением видеослайдов, фото-видеослайдов и множество каких-то источников, документов и литературы, которые показали и ознакомили нас, наши профессора. Я уже говорю наши, потому что мы перед ними уже отчитались по полной мере, мы защитили все проекты, и все проекты, которые мы перед ними давали, все задания, которые мы выполняли, все тесты, которые мы выполняли, мы, как говорится, получили от них объективные оценки в сторону плюса. И Якутия показала себя очень хорошо в этих курсах, как оценку дали и сам Николай Николаевич, профессор, да. Ну и, конечно же, мы изучили не только всеобщее, еще все 14 креативному городу, то есть креативные пространства, да, вы сегодня услышите вот эту тему, основополагающую тему, озвучит для вас директор Дома культуры «Надежда», села Пригородное, города Якутска, городского округа, город Якутск, да, нашего муниципального образования. И еще мы изучили социальные возрастные потребности населения и в мировом сообществе, и в всероссийском сообществе, не только, как говорится, детский или молодежный досуг, молодежный, детский, взрослый досуг в креативном понятии. И сегодня с вами вам ознакомит тему креативного детского досуга директор культурно-оздоровительного центра «Пульс» микрорайона Марха, муниципального бюджетного учреждения окружного центра народного творчества Кычкина Анастасия Николаевна. После меня они будут выступать, и я надеюсь, что то, что я озвучила о креативных индустриях, даст вам понятие и многие раздумья для развития всей нашей культурно-досуговой инфраструктуры. Спасибо всем за внимание. С одной стороны, это одно из направлений городской политики, которое тесно связано с градостроительной, экономической и социальной политикой. С другой стороны, это воплощение государственной культурной политики в локусе города. Итак, я хочу сказать, что все изменения происходят в тесном переплетении городской культурной политики в соответствии с моделями муниципальной политики и в целом федеральной культурной политики. Итак, что же такое общественные пространства? Общественные пространства, они зародились не вчера. Они сопровождали все человечество на протяжении всех лет. Общественные пространства – это площади, улицы, объекты социального назначения, все те места, которые являются общественным пользованием. Итак, недавно стали говорить о том, что это целое практическое направление.
котором стали разрабатывать целые практические материалы, способствующие консолидации местного сообщества с той целью, чтобы формировать эти общественные пространства. Потому что мы с вами пользуемся этими общественными пространствами, во-первых, как жители, а во-вторых, как специалисты, заинтересованные в том, чтобы предложить интересные формы креативных практик. Итак, что же такое общественное пространство? Общественное пространство, как я уже сказала, это пространство коллективного пользования, доступные для жителей города или определенных местностей. Итак, это своего рода социально-культурная среда. А креативные общественные пространства, они ограничиваются не только площадями, улицами, пешеходными переходами, парками, скверами. Это специализированная среда для социального культурного взаимодействия. К примеру, возьмем городской парк культуры и отдыха. Туда попадают люди и получают какое-то культурно-досуговые, попадают в культурно-досуговую деятельность, так сказать. Потому что они попадают в зону рекреации, отдыха и тому подобное. Так, общественные пространства, городские территории, доступные всем членам городского сообщества, которые выполняют общественно полезные функции, способствующие, самое главное, коммуникациям нас, местных жителей. Итак, креативные пространства – это арт-центры, творческие кластеры, о которых мы с вами поговорим, и учреждения культуры, театры, парки, и даже территории, дворовые территории жилых домов, они также являются общественными пространствами. То есть это новый подход к организации свободного времени. Итак, разберем далее, какие бывают типы общественных пространств. Итак, существуют общественные пространства, которые специально возведены. Так, для этого сейчас я, запущу демонстрацию. Здесь мы с вами наглядно увидим. Так. Презентация видна? Так, хорошо. Итак, вот наглядно, что значит общественное пространство. Это вся та территория, которая предоставлена для нас с вами, для пользования жителей. Это у нас, значит, 3 типа, о которых мы с вами говорим. Значит, специально возведенные, это центры современного искусства, это те же самые учреждения культуры, в которых мы работаем, они специально возведены для того, чтобы мы ими могли пользоваться. Так. Далее пространства, примыкающие к объемным сооружениям, и пространства, находящиеся внутри объектов. Значит, территории, которые примыкают к нашим учреждениям культуры, это являются пространства, которые сопутствующие. Да? Территория административных зданий, лофт, коворкинга, дворы жилой застройки, территории комплексов и различных сооружений. Итак, следующий вид общественного пространства – это многоцелевые объемно-пространственные образования, то есть зоны отдыха, улицы, бульвары, скверы и площади, парки. Я думаю, итак, что же такое творческий кластер? Посмотрим. Здесь вы видите на экране функции общественного пространства. То есть какие функции выполняют общественные пространства? Это у нас, значит, общественная функция, коммерческая, прежде всего. Здесь у нас на этой почве появились государственно-частное партнерство. Так, транспортная функция. Общественное пространство используется для того, чтобы мы могли передвигаться от определенной точки, определенного назначения. Рекреационная, прежде всего, зоны отдыха, и событийная, то есть в общественных пространствах происходят какие-либо события. То есть мы организуем различные фестивали, праздники, которые проходят на площадях, на улицах, на даже дворовых территориях. То есть какие-то события, мероприятия, поэтому у нас и событийная функция. Итак, элементы городской среды. Вся городская среда
А, материальные, совокупность материальных объектов. В общем, это жилые застройки, здания, сооружения, все то, что мы можем потрогать, ну, как бы, да, это является материальными элементами городской среды. В общем, они выполняют физический облик города, да? То есть у нас, если сравнить город Якутск, который был даже 10, 20, а то и 30 лет назад, мы видим, так, новые точки городского роста, развивается средний и малый бизнес, увеличивается туристическая привлекательность города и активизируется общественная жизнь. То есть мы видим, что наш город стал намного краше. Появляются новые точки общественного пользования, даже улицы, дороги, архитектурные сооружения, объекты жилых облик. Так, что элементов городской среды – это вот совокупность всех видов деятельности наших с вами взаимоотношений. То есть мы добираемся с дома до работы, посещаем какие-то места, все то, что мы с вами делаем на улице, это и является нематериальным. То есть какие-то события, которые мы задаем, те эмоции, которые мы переживаем, находясь в общественных пространствах, это все. И самое главное, уровень комфорта нашей повседневной жизни – это все является нематериальными элементами городской среды. Итак, есть теоретики и практики, которые исследовали общественные пространства. Вы можете почитать самостоятельно. Значит, он об общественных пространствах, какие функции они выполняют и какую роль выполняют жители общественных пространств для нас. Итак, далее, значит, также можно ознакомиться с публикациями Рой Ван Дальма. Итак, здесь, кстати, есть и очень интересный момент, что мы с вами должны соблюдать при технологиях проектирования общественных пространств. И он предлагает очень интересную формулу А, которая включает в себя такие компоненты, как аутентичность. Что же такое аутентичность? Итак, аутентичность – это особенности, уникальность города. И нам с вами здесь есть много о чем поговорить, потому что наш город, он уникален. История города, она также уникальна. И самое интересное, то, что мы можем передать всю культуру, воплощая в общественных пространствах, используя народные промыслы, народное творчество. Самое главное – это соблюдать аутентичность, как называет Рой Ван Дальм. Итак, следующая формула А – это активность. Активность – это прежде всего функционирование учреждений культуры. Созданием творческой активности наша с вами задача – создавать ту самую креативную городскую среду, где бы жителям было бы комфортно находиться, удовлетворяя свои духовные потребности. И третье А – это all-inclusive, что в переводе значит комплексность. Комплексность – это самая главная наша цель, это вовлечение большего количества горожан. Ведь согласитесь, что культуры, любое общественное пространство, оно живет, когда оно востребовано и когда в них появляется активная жизнь. Итак, далее мы с вами поговорим о следующем. Итак, общественное пространство. Вот вы видите общественные пространства в других городах. То есть создаются новые архитектурные облики на улицах, на фасадах домов. Они способствуют солидаризации граждан и развивают чувство принадлежности их к городу. То есть человек чувствует себя нужным, когда он чувствует себя комфортно. Мы должны предоставить с вами открытый доступ к культуре, культурным ценностям, которые мы создаем для того, чтобы жители чувствовали себя благополучными и могли бы свободно взаимодействовать друг с другом. И самое интересное то, что сейчас наш город находится в такой стези, когда он должен привлекать туристов. Наш город становится туристическим. Для этого мы должны создавать
достойные общественные пространства. Итак, значит, здесь также практик и теоретик Рэй Ольденбург, американский социолог, он говорит о том, что третье место, где мы с вами существуем, это первое место – это дом, второе место – это работа, где мы проводим большую часть времени, а третье место как раз-таки занимает это общественные пространства, общественные места. Так, также можно ознакомиться с его трудами. Ага. Здесь у нас также представлены труды, лекции Сергея Капкова, Алексея Муратова, Олег Шапиро. Это все говорит о том, что действительно общественное пространство – это очень интересное направление. Значит, здесь на экране мы видим, какие новые формы общественных пространств мы можем создавать для своих культурных центров. То есть основной популярностью пользуются это зоны коворкинга, где молодежь, дети, взрослое работающее население могут приходить и отдыхать. Это своего рода лофт-зоны с мягкими пуфами, наиболее комфортабельные условия, где они могут делиться творчеством, делиться какими-то событиями и вкушать наши предоставленные услуги, так сказать. Фестивали различные проводятся при учреждениях культуры, интерактивные шоу-программы, творческие кластеры, сейчас мы о них еще поговорим, различные театрализованные представления environment, когда посетитель вовлечен в определенное театрализованное представление, ну и многое другое. Итак, значит, коснемся творческого кластера. Чем же отличается творческий кластер от простых общественных пространств? Итак, творческий кластер – это сообщество. Сейчас дальше мы с вами посмотрим на презентации, так будет удобнее. Вот. Творческий кластер – это сообщество творчески ориентированных предпринимателей, которые взаимодействуют на замкнутой территории. Допустим, к примеру, ну не совсем правильный пример будет городской парк культуры и отдыха. Для того, чтобы нам было понятно, мы разберем следующим образом. Это определенная территория, где город нам предоставляет аттракционы, карусели, то есть там мы можем развлекаться, ходить с детьми, кататься на каруселях и так далее. Да? При этом есть зона фудкорта, где мы можем перекусить, что-то вкусненькое покушать, различные точки там есть, да. Так, также там есть определенная зона для наших бабушек, дедушек, которые занимаются скандинавской ходьбой, один из наиболее популярных видов для нашего старшего поколения. Также есть зона, где наше старшее поколение проводят осохой. Тоже определенная территория в одном объекте, все это в парке находится. В летнее время проводятся различные фестивали, концерты, выставки, фотосушки, также в новом направлении. То есть огромный творческий кластер, все это находится в городском парке культуры и отдыха. Так. Также мы можем, таким образом, творческий кластер – это среда, которая объединяет в конкретном месте различные творческие и художественные практики культурного процесса. Ну и главная цель – это коммуникация, зона отдыха, рекреации, обмен идеями и сотрудничество. Итак, что такое методика картирования? Так, здесь у нас новые члены появились, сейчас их добавим. Итак, методика картирования. Как раз таки методика картирования, она предполагает собой определенную карту, как же выстроить этот творческий кластер, в каком месте будет располагаться зона отдыха, в каком месте будет располагаться тот самый фудкорт, где мы можем пообедать и так далее. То есть это все не просто так строится, все должно быть спланировано, чтобы посетитель мог получить наибольшую пользу для себя, и также предприниматель, тот человек, который предоставляет все услуги.
Для этого проводится мониторинг общественной активности, выбор места расположения кластера, разрабатываются целые концепции, как это все будет устроено для того, чтобы вот этот творческий кластер, он был наиболее комфортным. Также создаются несколько центров творческой активности для детей, для взрослых, для молодежи, для пенсионеров, чтобы они чувствовали себя комфортно и чтобы они, это было не разовое посещение нашего общественного пространства, а чтобы человек хотел приходить туда регулярно. Итак, допустим, что же касается... Есть такая очень грустная статистика, то что, к примеру, театры, многие наши учреждения культуры, библиотеки возьмем даже, да, они являются, к сожалению, для многих горожан и приезжих, туристов, они являются местами одного посещения. То есть, допустим, в театр человек, ну, я, к примеру, да, я могу сходить раз в год, для меня этого, в принципе, достаточно. Но с точки зрения общественных пространств мы должны активно работать над этим, чтобы мы не являлись местами разового посещения. Несмотря на то, что предложения, которые предоставляют определенные учреждения культуры, они принципиально не меняются. От этого как бы становится грустно. Несмотря на богатство фондов, которые мы имеем, разнообразие репертуара, сменяемость выставок и так далее. Для этого здесь необходимо продумать новый спектр услуг, которые могли бы быть полезными для жителей, которые, главное для нас это посетитель, чтобы посетители хотели бы возвращаться к нам вновь и вновь. Итак, пойдем далее. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, здесь отражены цели и задачи создания креативных творческих кластеров. Об этом мы с вами поговорили, что мы должны создавать максимально благоприятную среду для развития творческих индустрий. Так, здесь мы видим зоны творческого кластера. Это такие, как коворкинг, бизнес-инкубатор, офисные площади, выставочные площади. Магазины даже те же являются общественными пространствами, в которых мы можем увидеть определенный творческий кластер, инвент-площадки, кафе, рестораны, гостиницы и хостелы. Итак, сейчас мы перейдем к наиболее интересному моменту. Это общественные пространства города Якутска. Итак, наиболее из популярных общественных пространств в последнее время стала площадь, которая находится в районе аэропорта, площадь Ворота Якутска. А здесь почему стало это место популярным? Потому что соорудили новый арт-объект, который является привлечением жителей и гостей для фотографирования, для того, чтобы дети могли покататься на велосипедах, на гироскутерах, что очень модно. Просто молодые семьи могут погулять с детьми, с колясками. Это очень излюбленное место для наших городских жителей. Особенно в вечернее время здесь есть подсветка, то есть соблюдены какие-то интересные моменты. Далее, одним из таких тоже интересных общественных пространств это является Старый город. Старый город, где проходят в последнее время, здесь проводились очень большие мероприятия. День города, Масленица, концерты различные тематические. То есть это та площадка, где люди, горожане, гости могли бы прогуляться, почувствовать себя нужными в городской среде и вкусить в себя те культурно-досуговые услуги, которые мы предоставляем. Там проводятся различные выставки, концерты, все-все-все. Это в рамках определенных городских, возможно, республиканских программ. Итак, парк культуры и отдыха мы с вами очень много поговорили об этом. Непосредственно является самым ярчайшим примером общественных пространств, который соблюдает все креативные практики. Итак, одним из популярных направлений стал у нас IT-парк в городе Якутске, который располагается в самом центре. Является скоплением, как сказать, многие молодые люди, дети
они тянутся, потому что здесь они находят очень большой интерес в том плане, что цифровизация происходит. А дети хотят посещать робототехнику, какие-то кружки, направленные на IT-технологии. И молодые люди стремятся, ну, ветка индустрии у нас сейчас идет такая, что все тянутся к цифровизации. В IT-парке они получают удовлетворение своей. Итак, да и к тому же очень современное, модернизированное спроектированное общественное пространство. Мы видим, какие там потолки, какой дизайн соблюден при этого, ну, внутри творчества. Также наиболее популярный исторический парк, филиал, как мы знаем, по всей России есть филиалы исторических парков. И очень отрадно, что и в нашем городе Якутске есть такое замечательное место, которое переливается как северное сияние в вечернее время. И внутри мы можем увидеть огромные площади для креативных досуговых практик. То есть есть залы, непосредственно которые прямое назначение это мы можем познакомиться с историей Отечества от времен Рюриковичей до настоящего времени. Все это происходит путем взаимодействия через сенсорные кнопочки, очень много проекторов там стоит. Тоже интересное место для... И помимо этого там также проводятся различные концерты, выставки, то есть очень интересное место для проведения общественных, для практик, для культурных практик. Так, мы говорили о том, что дворовые территории также являются общественными пространствами. И вот в центре города располагается очень интересное место, сквер учителя, где у нас есть скамеечки, качели, детские площадки, где молодые семьи могут прийти, отдохнуть, погулять. То есть это не просто дворовая территория, где есть детская площадка, да? Это вот уже по-новому построенная схема с новыми с новым дизайнерским взглядом, так сказать. Это тоже нужно учитывать при проектировании общественных пространств при наших учреждениях культуры. Итак, возьмем, к примеру, общепиты. Кафе «Карлсон» с детской игровой комнатой. То есть уже общепиты, кафе и рестораны, они создают максимально комфортные условия для того, чтобы посетитель не просто пришел и получил главную цель, это поел, но при этом, чтобы и здесь построена детская игровая комната. То есть они могли провести время, провести свой досуг. То есть люди идут не просто поесть, а именно почувствовать себя в комфортных условиях, где дети поиграют, где взрослые пообщаются. Очень интересная творческая практика. Далее также возьмем целый этнографический комплекс Чучур-Муран. Это не просто ресторан, это целый музейный комплекс. Наверное, все об этом знаете, что там есть и царство вечной мерзлоты, и много-много-много креативных практик, где люди, наши горожане и, самое главное, туристы обязательно посещают его, потому что функции несут не только поесть, но и развлечься, так сказать, и получить ту самую духовную потребность. Ну и наши площади города Якутска, это площадь Орджоникидзе, бесчисленное количество фестивалей, мероприятий проходит здесь. Площадь Ленина также аналогично, ставятся сцены и место, так сказать. Здесь почему люди приходят сюда на велосипедах, мимо проезжают, заезжают, останавливаются? Потому что есть очень красивый вид на Зеленый Луг, так сказать. И место более такое комфортное для тех, кто хочет как бы немножечко отойти от городской среды, прогуляться. Действительно очень хорошее место для досуга. Так, возьмем Русский театр имени Пушкина. Это является местом, где наибольшая проходимость. Также здесь, к сожалению, придворовой территория, она совсем маленькая, но тем не менее можно было бы развернуть что-то очень интересное, чтобы было не просто мимо люди проходили, но и хотели бы заглянуть в этот театр. Но, к сожалению, в условиях пандемии сейчас как бы все немножко ограничено.
Итак, дворовые площадки мы с вами уже поговорили, что нужно проектировать наиболее интересные моменты. Итак, ну и давайте подытожим. Технологии, какие существуют, значит, мы можем уже убрать нашу презентацию. Ага. Так, презентация ушла у нас, да? Так, давайте с вами подытожим. Значит, технологии при проектировании общественных пространств какие же? Самое главное – это оптимизация планировки, ухоженный вид, организация комфортного пребывания человека, общее оживление повседневной нашей с вами жизни. В парках, скверах, на улицах города, на пешеходных зонах. Все то, чем мы с вами пользуемся каждый день. Итак, для городского пространства, конференция скоро завершится, мы подытоживаем. В равной степени важны, с одной стороны, это единство потребительских стандартов, норм безопасности, технического основания, наличие точек питания, продажи воды и так далее. Здесь мы подчеркнем то, что культурная политика города, она тесно взаимодействует с экономической. Это все тонкая связь и переплетение на самом деле. И экономическая точка роста города как раз-таки во многом проявляется в культурной политике. То есть это говорит о том, что мы с вами, как работники культуры, занимаем важную часть города, и мы нужны тем людям, которые в нем проживают. Итак, значит, какие у нас пути решения существуют при проектировании, при технологиях общественных пространств? Итак, прежде всего, это работа в плане культурной политики, работа по активизации сообщества и формированию идентичности. Она включает в себя несколько уровней. Итак, первый уровень – это, конечно же, привлечение экспертов. Просто так мы не можем что-то построить. Нужен профессиональный взгляд человека, который будет нас направлять. Это у нас, допустим, он начинается с подбора, собственно, управленческой команды, которая будет заниматься проектированием этого пространства. В нашем случае ими выступают органы исполнительной окружная администрация в случае города Якутска, которые задают нам, что мы можем построить при своих учреждениях культуры. Второй уровень работы с сообществом – это организация взаимодействия с руководителями учреждений культуры, включает поддержку окружных программ. В нашем случае это является общественный проект «Народный бюджет», где мы можем писать свои программы и проекты, и там, значит, нам оказывается поддержка в виде грантов на определенную сумму, где мы можем, если мы выигрываем, получить и использовать для благоустройства территорий своих учреждений культуры. Третий уровень – это отсюда зародилось государственное частное партнерство, то есть привлекая предпринимателей, нужды, так сказать, при проектировании общественных пространств. Ну и четвертый уровень – это интернет-соединение неустойчиво. Так. Четвертый уровень – это то, что мы должны работать максимально со средствами массовой информации для того, чтобы привлекать наибольшее количество посетителей в наши учреждения. Ну и что позитивная идентичность с городом и чувство ответственности за город каждого превращают человека из обычного обывателя в культурного героя, который сам строит мир вокруг себя. Я хочу пожелать всем, чтобы мы с вами становились, и наши посетители становились теми самыми культурными героями, которые были бы не безразличными к окружающей среде, в которой мы с вами находимся каждый день. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы у кого-то по возможности, я отвечу. Верните, пожалуйста, включите, пожалуйста, организатора. Ага, есть все. Да? Спасибо.
Спасибо, Наталья Алексеевна. Следующая лекция «Креативные индустрии в развитии детско-подросткового досуга». Кычкиной Анастасии Николаевны, директора КОЦ «Пульс», микрорайон Мархам. Добрый день, уважаемые коллеги. Являюсь директором культурно-оздоровительного центра «Пульс», и также прошли обучение в Московском государственном институте, да, по креативным индустриям. Итак, моя тема – креативные индустрии в развитии детско-подросткового досуга. Пожалуйста, демонстрацию экрана вы можете включить презентацию, которую отправили? Что? Наталья Алексеевна, Презентация, да, подготовлена. Ваня, вы включите, пожалуйста, презентацию. хорошо. Нет, это не моя. Креативные индустрии в развитии детско-подросткового досуга. Ага. Значит, Ванина Ольга Викторовна – это кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента и технологий социально-культурной деятельности МГИК. Мы прошли курсы. И на базе ее курсов вот я бы хотела тоже рассказать и свое видение, что я поняла, и хотелось бы до вас это сегодня донести. Следующая картинка. Содержание лекции – это новая социально-культурная реальность, понятие «серьезный досуг» в жизни современного ребенка и подростка, эпоха продвинутого детства, теория поколений, социально-психологические особенности современных детей и подростков, теоретические основы педагогики досуга, концепция дополнительного образования детей, педагогика сотрудничества, теория социально-культурной деятельности и принципы edutainment. Edutainment – это принципы образования. Культурные индустрии в основе организации детско-подросткового досуга и проект «Современное казачество. Сохраняя традиции, создаем моду». То есть вот это было содержание лекции, и сегодня я хочу тоже до вас донести. Следующий, пожалуйста. Следующий слайд включите, пожалуйста. Угу. В данное время мы попались вообще в другой мир. В данных условиях нашей пандемии, когда у нас удаленная работа, дистанционная, да, и также дети тоже попали в другую совсем реальность. А какая нынче у нас с вами реальность? Реальность такова, что жизнь наша сегодня текучая, прозрачная, нестабильная и сверхбыстрая. То есть всю информацию мы сегодня с детьми и молодежью потребляем очень и очень быстро. То, что было интересно вчера, позавчера, сегодня и завтра уже детям и подросткам будет неинтересно. Далее, цифровая реальность становится признаком отбора в социум. То есть, если ты владеешь социальной реальностью и социальными технологиями, то это является такой исключительной чертой современного ребенка. Вот. И резко увеличивается объем свободного времени. То есть у ребенка сейчас в условиях пандемии и у родителей, которые сидят на удаленной работе, появляется большое время. А это время нужно для того, чтобы проводить свой досуг. То есть он ищет какие-то различные интересы, да, либо там развивать свое хобби, либо какие-то другие вот аспекты. Далее, значит, и меняется фокус проблем от потребления к выживанию и сохранению. Следующий слайд, пожалуйста. В обществе меняется отношение к досугу. Следующий слайд. Да. От физического и эмоционального восстановления к продуктивному построению жизненного пути.
Что такое досуг? Это досуг, арена, множество человеческих деятельностей. То есть здесь мы выбираем любой род деятельности, который подходит именно нам, именно нашему ребенку. Да? То есть арена возможностей, палитра возможностей очень разнообразна. И мы должны предлагать тоже разнообразные виды услуг для детей. Время демонстративного поведения – это апробирование различных социальных ролей, порой противоположных повседневным. Форма свободы от повседневной необходимости. Организованный досуг должен включать ребенка и подростка в систему разнообразных социальных ролей, положений и отношений, обладать коммуникативной заряженностью, обеспечивать межвозрастным партнерством. Ведь свободное время – это время принятия жизненно важных решений. Жизненно важные решения принимают за ребенка его родители. Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе. Оно выполняет функции социального лифта для значительной части детей, которые не получают необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях. В настоящее время в условиях информационной социализации дополнительного образования детей может стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. Эта сфера становится инновационной площадкой для обработки образовательных моделей и технологий будущего. Следующий слайд. Теория и практика социально-культурной деятельности. Следующий слайд. Социально-культурная деятельность – это что? Это вот понятие исторически обусловленный, педагогически направленный, социально востребованный процесс преобразования культуры и культурных ценностей в объект взаимодействия личности и социальных групп в интересах развития каждого члена общества. Социокультурная деятельность выстраивается на основе ценностей культуры, реализуется в условиях свободного времени и на основе добровольной активности участников. То есть это все то, что мы с вами и делаем, да, в чем мы с вами работаем. Это наша профессиональная деятельность. Следующий слайд. Функции социально-культурной деятельности. В современных реалиях с функциями культурной деятельности у нас является, которую разработал Юрий Алексеевич Стрельцов, и она определяется следующими. То есть это первое – рекреация. Рекреация – это оздоровление через духовность. То есть ребенок, человек, он приходит со своими какими-то проблемами, и посетив наше мероприятие с вами, да, он оздоравливается, то есть душа у него, грубо говоря, оздоравливается. Дальше это развлечение, то есть тот вид развлечения, который он выбрал, конечно же, он должен быть креативным, современным, и посетив вот это наше развлечение с вами, он уже становится более развитый, что ли, и это, конечно, влияет на его внутреннее мировоззрение и образованность. Следующий слайд. Какие же мы можем предложить культурно-досуговые деятельности? Какие виды? То есть через какие методы? Методы – это у нас игра, обязательная составляющая. Видит ребенок это все глазами, пыляет глазами, то есть это должна быть яркая картинка происходящего и, конечно же, с элементами театрализации. Вот эти три основных главенствующих метода для культурно-досуговой деятельности.
Далее слайд. Следующий слайд – это педагогика сотрудничества, то есть какими механизмами мы должны обладать, чтобы выстраивать взаимоотношения, именно педагогический процесс с ребенком, с подростком, вот, ну и подрастающим поколением в целом, да. То есть это метатехнология, являющаяся общей платформой большинства современных педагогических технологий. Это реализует личностно ориентированный, вера в гармоничное развитие личности и возможность реализации личностного потенциала ученика, комплексный, деятельный, коммуникативные подходы. Преобладающие методы – это проблемно-поисковый, то есть мы должны выявить вначале проблемы актуальные, да? Далее это творческие методы, диалогические, то есть мы должны выстраивать диалог с ребенком, и также игровые, то есть в какую игру его вовлечь по его интересам. И здесь вот главным критерием является роль педагога, то есть какой он человек, какая он личность, консультант, вдохновитель, наставник должен быть. Вот в чем дело. Запустили удок? Не-не, В чем дело? не-не, Наставник. тебя. Выключите микрофон. Сотрудничество – это такой уровень воспитательного процесса, при котором объекты, субъекты, то есть это дети, подростки, взрослые, этого процесса объединяются в общей деятельности отношениями взаимоуважения, коллективизма и взаимопомощи. Следующий слайд. Edutainment. Что означает у нас слово edutainment? Это образование. Это современная педагогическая инновация, обучение через развлечение. Да? Вот это направление, конечно, очень развито в таких вот странах, зарубежных, западных странах. Сейчас оно имеет очень большую актуальность. Дети там обучаются в школах через элементы развлечения. Основывается на визуальном материале, вот я вот говорила, да, то есть это иллюстрирование должно быть. То есть представленный обучающий материал должен быть ярким, красочным, да, и вовлекать его внимание. С использованием информационных и коммуникационных технологий, ну, с использованием различных компьютерных технологий. Это психолого-педагогические приемы вовлечения в интересную деятельность и реализуется в игровом формате. Какая наша задача? Задача – это максимальное облегчение анализа событий и поддерживание эмоциональной связи с предметом обучения. Предмет обучения – это у нас дети. Вовлечение и удерживание внимания обучающихся. То есть такая главная задача – удержать внимание, интерес ребенка. И цель – сформировать устойчивый интерес к дальнейшему изучению и практическому освоению направления деятельности. То есть не только его удержать внимание, но и, естественно, чтобы он дальше сам мог проявить интерес и развиваться дальше. Следующий слайд. Индустрия досуга – это эквивалент субкультуры детства. То есть весь досуг, который направлен на развлечение ребенка, это наши различные субкультуры сейчас, которые в нашем современном обществе присутствуют. Это дословно. Все, что создано таким обществом для детей и детьми детства. То есть субкультура детства равно индустрия досуга. Вот так вот нынче есть такая вот терминология. Следующий слайд. Угу.
Значит, есть такой умный человек, американец, Михай Цsikszentmihalyi. Он разработал такую теорию психологии оптимального переживания. И все это описал в своей авторской книге под названием «Поток». Вот. «Поток. Психология оптимального переживания». То есть он говорит в ней о том, что ребенок должен испытывать поток различных переживаний, различных эмоций, чувств, чтобы... Выключите звук. Выключите микрофон, пожалуйста. Вот, то есть мы должны вовлечь ребенка в поток эмоций, чтобы он надолго задержался у нас в одном виде творческой деятельности, да, в таком, например, как танцевальное искусство. Вот, он испытывает поток разнообразных чувств, и на этом взрослые, чтобы это было не кратковременное явление, да, он пришел сегодня, а завтра он ушел. И для того, чтобы он задержался, вот есть такой термин «поток», в который вовлечен ребенок, и он занимается этим делом с удовольствием. То есть он получает отсюда какое-то развитие, это долгосрочная цель, которая имеет свой результат. Допустим, он занимается танцами, и он видит свой результат, и это ему очень нравится, и он хочет добиваться еще более больших, высоких целей. Так же, как и в робототехнике, он для этого учится, познает вот, всю технологию, весь процесс, и далее он сам самостоятельно может изготовить какой-то робот. Это тоже явление потока. Вот мы должны, в общем, брать во внимание вот это вот качество. Дальше, следующий слайд. Чтобы вовлечь ребенка в различные инновационные структуры, да, вот есть вот такой вот занимательный интерактивный музей занимательной науки, называется «Экспериментаниум». Экспериментаниум, здесь, значит, дети вовлечены в процесс физики, химии, естественных наук, они познают, да, вот все эти теории и законы физики, на котором строятся. Далее здесь, значит, есть живые системы. Ну, это в Москве вот есть такой вот музей, в котором дети проводят свои занятия, приходят с родителями и с педагогами. Они здесь могут пройти в игровой такой познавательной форме для себя и познать очень многое. Здесь вот живые системы, как человек устроен, его скелет, его внутреннее содержание, то есть внутренние там органы человека. Он может все потрогать, своими руками посмотреть. Вот даже от строения человека, вот там лежит внутренние органы, да, вот с правой стороны, там он все может, сердце посмотреть, потрогать, вытащить, там почки, печень и также кишечник, вытащить этот кишечник, который длиной 12 метров, растянуть и воочию убедиться, что действительно в человеке находится в такой кишечник, и он длиной 12 метров, растянуть его может. То есть он тем самым познает мир, окружение. Создаются для него специально для детей вот такие интересные, инновационные, креативные площадки. Дальше есть такой город профессий, тоже существует, да? Города профессий. То есть, ну, с родителями приходит ребенок и вовлекается в процесс именно познания профессий. Различные профессии там представлены. Локации такие, как, допустим, вот пожарные, да? Также вот бизнес-площадка. Потом, значит, он может почувствовать себя в роли пилота, поводить самолет и все его системы там внутренне потрогать. В общем, вот и называется это мастер-славль. Есть также музей театр «Сказкин дом». Следующий слайд.
музей-театр «Сказкин дом». Очень тоже такая интересная локация, где может ребенок прийти и посмотреть, окунуться в мир русских тут представлен национальных народных сказок. Непосредственно он окунется в мир чудесных сказок, быть участником, вовлеченным в этот удивительный процесс. Ну, это уже примеры креативного досуга для детей. Следующий слайд. В Японии очень развит креативный и также для детей тоже. Да, Япония самое продвинутое в этом плане государство. На креативном начале. И следующий слайд, пожалуйста. Ага. И взаимодействует именно с традиционным началом. Это страна со сверхпозитивным имиджем. В ней присутствует социальная стабильность, высокое культурное влияние во всем мире. То есть оно диктует свои культурные, субкультурные влияния. Да? То есть это различные направления детского. Мультипликация и так далее. Да? В Японии развитый туризм и также экспорт культурных ценностей. То есть мы все знаем, как они берегут и чтут свои традиции, несмотря на то, что они впереди планеты всей по компьютеризации, технологическим процессам. Также Япония отличается стилем своей жизни, как креативная индустрия. И стиль жизни, следующий слайд. Стиль жизни Японии, конечно же, он в своем духовном начале, да, он имеет такой вот минималистический характер, да. Стиль жизни присутствует как креативная культура, так и национальная самобытность. Это у них коллаборация, то есть это все смешение стилей. Дальше, значит, вот современный креативный продукт, который производит Япония, да, всем известные покемоны различные, Пикачу, это мультипликация аниме, всем известные, ну, во всем мире. Вот, то есть продукт Японии это. Также, значит, в Японии очень развиты национальные традиционные ремесла, где ребенок, современный, да, человек, может приехать в какую-нибудь деревню и посетить традиционные ремесла. То есть он узнает, как изготавливают вот куклы различные, да. Вот. Там для него специально устроены такие мастерские, чтобы он не забывал свою самобытность. Всем известный театр кабуки японский тоже является сейчас вот, во всем мире, да, очень знаменитым, популярным. Весь мир знает, что в Японии это есть театр кабуки. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Ольга Викторовна Ванина, которая доцент, да, вот этой кафедры менеджмента, дала для своих студентов, заочников 4-го курса задание, чтобы они разработали именно современные тенденции для детей, подростков, да, которые бы затрагивали именно национальные традиции своего народа, ну, основываясь на японском, на практике Японии, да, вот, и разработали студенты такой проект, который называется «Современное казачество. Сохраняя традиции, создаем моду для детей и подростков». То есть это различные одежды, да, вещи какие-то модные и аксессуары. Где творчество становится движущей инновацией. Об этом еще говорил Ричард Флорида. Культурные индустрии отсылают к традиционной культуре. То есть мы не забываем, да, создавая что-то новое, инновационное, креативное, мы всегда возвращаемся к истокам своим национальным. К культуре мы должны обращаться.
Это та культура, которая находится на попечении государства и является собой мощь мягкой ветви власти. Креативные индустрии, в отличие от культурных, опираются на процесс творчества. Креативные индустрии – это новый тип развития культуры, где объединяющей идеей выступает творческий компонент, и при этом высока роль новых технологий. В России культурные индустрии только развиваются, но, несмотря на это, они могут существенно усилить влияние самобытной русской культуры в обществе. Ну, русской культуры это подразумевается не конкретно русская, а нашей страны. А здесь элементы, следующий слайд, пожалуйста, разработанные студентами через, значит, инновации, сохраняя, да, традиции, как бы, да, создали они моду, такие модные штучки для современных детей, используя традиционные свои особенности национальной культуры, то есть они взяли в основу казачью культуру, казачество. Сделали они такой вот для телефона чехол и назвали «Сила духа». То есть это их слоган «Сила духа казачества». Дальше они разработали, следующий слайд, разработали, значит, вещи модные, кожаную курточку, тоже с элементами казачьей культуры национальной, да, русской. И вот такую кожаную длинную, короткую куртку и длинную с элементами. Вот. Ну и продвигает, конечно, вот эту культуру носить среди детей и подростков в основном. Дальше слайд. Ну, представлены их, да, вот модели, которые имеют национальный колорит. Ну и как у нас тоже же мода также все это сочетается. Футболки делают, да, и такие брючки тоже с элементами, узорами русскими национальными. И слоган «Сила духа». То есть они придумали свой бренд одежды для современных детей. Следующий слайд. Следующий слайд. В общем, какие наши следующие задачи? То есть это создать тематические площадки, на которых дети и подростки смогут обмениваться информацией и просто весело проводить время. Показать уникальный стиль жизни казачества. То есть это вот цель этого бренда. Разработать интересные для современных детей тематические программы мероприятий. Включить в программу современные формы досуга и разработать приложение для смартфона, через которое можно будет виртуально войти на площадку. Это студенты разработали и вписали такие цели. Следующий слайд. Какие же тенденции в развитии индустрии детско-подросткового досуга? То есть вот здесь вот важно. Это развитие образовательного, информационных источников, стратегических услуг, цифровой реальности, VR – это виртуальной реальности, и искусственного интеллекта. Развитие общественных пространств в игровом визуальном пространстве. Дети и подростки озабочены проблемами экологии, увеличение внимания к экологическим проблемам, развитие экологических досуговых проектов. Дети в данном возрасте, они куда могут вовлечены? Вовлечены в проектную деятельность, именно которая изучает вопрос экологии. Видео
создают и увлекаются видео, создают свои YouTube-каналы и выкладывают туда различные свои видео. Они также разбираются во всех этих социальных, да, прочих, Инстаграм, Телеграм. Вот. Дальше нужно развивать досуговые направления на основе культурного наследия, культуры, искусства и творчества. Это непосредственно театральные, вокальные, хореографии, рукоделие, потому что почерк у людей, у детей не очень, потому что они в основном пальцы либо компьютер, а развивать красивое, Вы закончили, да? звук нет. Угу. Развитие гейм-индустрии, игровой индустрии, компьютерной индустрии и появление инновационных направлений различных. Проектирование направлений детского. Ага. Духовное и материальное наследие, принцип организации досуговой деятельности, цели и задачи выявлять, содержание деятельности, инновационные формы социально-культурной деятельности и дополнительные форматы и услуги. Следующий слайд. Здесь уже заключительный. Значит, мы должны обращать внимание для того, чтобы организовать интересный досуг для наших детей и подростков, особое внимание мы уделяем возрастным ограничениям, то есть возрастным особенностям ребенка. Вот. И на данный момент у нас возрастными особенностями детей являются, то есть ограничения по датам рождения. Если ребенок рожден то есть в начале 2000-х годов, то этот ребенок называется миллениал, то есть которые рождены на стыке нового тысячелетия. А когда начали, то есть в нашем обществе развиваться высокие технологии, к нам пришел интернет, к нам пришли компьютеры и так далее, да, вот и дети этого возраста, но они уже сейчас не дети, они уже большие, да, вот сформировавшиеся уже дети, то есть молодежь, которым сейчас 18-17 лет, да, они называются миллениалы. Для них характерно это проектная деятельность, для них характерна, вот, и они, значит, более такие уже становятся необщительными, вот, и они интерес свой проявляют именно в социальных сетях. Да? Вот, то есть общение через различные ВК, ВКонтакте, да, вот, и им будут интересны такие виды досуга, которые именно конкретно направлены вот на развитие компьютерных технологий, да, проектная деятельность, вот. Но у них чертой такой минусом является то, что они уже стали необщительны друг с другом. То есть мы, как работники культуры, должны на это уделять особое внимание и вовлекать их в какой-то процесс, то есть коллективизма, командообразования, и делать нашу работу вот в этом направлении. А дальше рожденные вот до этого года дети называются центениалы. Центениалы. То есть особенностью таких детей с 2012 года является то, что ребенок уже, грубо говоря, рождается со смартфоном в руках.
Он с 3 лет полностью уже разбирается в всей системе телефона, смартфона, может зайти на любой YouTube-канал, посмотреть и любой YouTube там передачу. Вот. То есть он непосредственно в руках с телефоном сидит, и ничего его не интересует, не волнует. Да? Он говорит: отстаньте от меня, дайте мне телефон. Я там все сам найду, всю интересную информацию для себя я сам найду. И наша задача в этом заключается, чтобы отвлечь ребенка, чтобы он посетил различные мероприятия культурные, игры, да, коммуникации, проявил себя как лидер, потому что он со своими сверстниками общаться тоже на нормальном уровне не может, он эгоцентричен, вот, и то же самое мы должны вовлекать его вот в процесс, допустим, экологии, да, ну, больше времени проводил вне дома и не за вот планшетом либо смартфоном. И такие виды мы должны тоже услуг предоставлять и проявлять интерес. А сейчас вот особая каста родителей появилась, которая очень опекают своих сверхопекой детей и различные записывают всегда его секции в различные направления. Очень ребенок занят всегда, да, у него нету свободного времени. Вот. Родителю кажется, что ребенок должен много-много знать и много-много поглощать, вот, и во все записывают творческие секции, спортивные секции записывают, различные инновационные направления. Это для нас является плюсом. Мы должны вот как бы вовлекать таких родителей, находить таких родителей, ну и предлагать творческие свои какие-то креативные услуги. Вот на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия Николаевна. Следующая у нас практическая часть. Идеи для КДУ, мероприятия в формате онлайн. Амгинский дом народного творчества. Слово предоставляется Кулаковскому Петру Алексеевичу, директору Амгинского дома народного творчества имени Потапова. Цифровой продукт, мобильное приложение АМГА-клуб, единая веб-платформа и получение услуг в дистанционном формате. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, я хотел бы рассказать на якутском языке, если вы не против. Единая платформа и получение услуг в дистанционном формате, мобильное приложение АМГА-клуб, bu mantıqalık ideyata 2019 yıllağı ideyatin killerimiz sağlayıp onu bu примерно тух көдөрөк петролик демонстрация экраны васта администратор колбохутту ана истәчеләргә ролик көдөрөк бит. Линия Холбатова. Фекла деньги Холбут там Фекла Петровна. Вы организатор, можете сделать демонстрацию экрана. Фекла Холбут там. Вы организатор, вы можете сами включить. Все. Хорошо. Канал Холбут. Демонстрация экрана денег. Аллах. Колбанда. 3 минута қалды. Арақсара. 3 минутта хегіріс бейдігіт. Uste dağladım bu. Çaça bu anak kalban kırıngırım bir. Bu rolik put kestiyordu.
Секунду. Надо вот так сверху. Еще раз. Вот так. Потом так делаешь. Должен этот фокусировать. Угу. Готово. Вот это новый готов. Что новый? Вот так сверху, видишь? Не сбоку, а прямо дальше. Ты на, отправь. Да. Itu примерно как дивитке. Ити би ити идеябытын иккитин чоңгон тогуссуллаакка сагалааппыт уонна иккитинчи хүрбе 12 апрельга бастакы пробный версиябытын туокка Play Marketка таарбыппыт. Оннаттан билгин бу App Store кытта лиждебыт, онтукалтыр оттон бардын буллубут. Билгин App Store'га онна Play Marketка өзөй сүз бирген таккар. Бии онтукалтыр иккитинчи хүрбе бир келер хылга буланна олорубут. Бу бии бу афиша приложение вот основной это хыла хоруга ден. Кихи ütühüгер барта бар булуктак ден. Бу анна бии бир приложение хачайдаты вот онна бу бии терилтебит культура вот терилтете тугуна илели хамны олорорун тох мероприятие боларын, тох формированиялар боларын, тох парын барын бу приложение неме көрөт. Аны бу приложение бихене Instagram, YouTube канал бут им барда До 11 в понедельник. Блядь. Говорят одно. Пожалуйста, микрофон утара. Зачем? Не надо. Здравствуйте, пожалуйста, микрофоны отключайте. На премию? Возьми шоколадку, возьми у меня денег. Попроси справку за понедельник. Оннаттан манталтыр афишау пар болар, ону тахынан бу афишага кирдин ыйдагы пламытын бартын манна килдеребит, ханнык мероприятие хам боларын бартын ол көрөтчү бартын кирем көрөр. Ону тахынан терилтебит тухунан бу тохпут сайпытыгар кирер нормативно правовой тохпут дейин документтар дейин барта бу приложение. Бу дихер баалар Tehel bak ki kiren ködbite barsa ba